Надия Мурад. Последняя девушка. История моего плена и мое сражение с исламским государством. Осада Кочу длилась без малого 2 недели. Некоторые дни промелькнули как в тумане, похожие друг на друга, а иногда каждая секунда ранила душу. По утрам со стороны занятых боевиками блокпостов звучали призывы к молитве, необычные для Кочу. Но мне они были знакомы, потому что я изучала ислам в школе и ездила в город Синджар. Пожилые езиды вздыхали. Синджар больше не езидский город. И говорили, что вскоре нам придется скрываться в маленьких поселках и деревушках, а все лучшие земли достанутся богатым и влиятельным арабам и курдам. Меня лично призыв к молитве не раздражал до самого прихода в Синджар ИГИЛ. После этого он стал звучать угрожающе. Понемногу в наш дом стали стекаться родственники. Сначала Джилан, жена Хизни, покинула свой почти достроенный дом на окраине, а за ней пришли наши двоюродные и троюродные братья с сестрами. Они приносили небольшие чемоданы с вещами, еду и смеси для младенцев. Жена Сауда, Ширин, только что родила. Когда она принесла пищащего розового новорожденного, ее тут же окружили женщины. Младенец показался им символом надежды. Наши новые комнаты быстро заполнились одеждой, одеялами, фотографиями и ценными вещами, которые они смогли унести. Днем мы толпились у телевизора, пересматривая репортажи о резне езидов в Синджаре, похожие на сцены из фильма ужасов. Самолеты не могли летать низко, чтобы доставлять помощь в нужные точки, и огромная гора словно глотала контейнеры с едой и водой. Когда на дороге приземлялись вертолеты иракской армии, езиды сбегали с горы и пытались влезть в них, подталкивая вперед детей и стариков. Солдаты отгоняли их и кричали, что нет мест. «Вертолет не взлетит с таким количеством народа!» – кричали они. Но впавшие в отчаяние люди не хотели их понимать. Мы слышали, что одна женщина вцепилась в шасси взлетавшего вертолета, но не удержалась. Кто-то рассказывал, что, когда ее тело упало на камни, это было похоже на лопнувший арбуз. Хизни едва удалось уйти из города Синджар вовремя, как раз перед тем, как его занял ИГИЛ. После эвакуации полицейского участка в Синджаре он еще с одним полицейским пошел к горе. Не желая оставлять оружие боевикам, каждый в их отряде взял с собой по винтовке и пистолету. Дорога была жаркой и пыльной, и они боялись, что их вот-вот поймают террористы. Примерно в километре от Зайнаба они видели, как в город к шиитской мечети едет грузовик исламского государства. А потом эту мечеть разрушил взрыв. Они едва не столкнулись с 3 грузовиками, полными боевиков исламского государства, которые всего через несколько минут казнили мужчин, идущих за Хизни и его товарищем. Я спасся чудом, позже вспоминал брат. На вершине горы днем стояла жестокая жара, а ночью холод. Еды не хватало, люди умирали от обезвоживания. В первый день беженцы-езиды забили овец из подогнанного к горе стада, и все немного поели. На второй день Хизни с другими спустился пешком к небольшой деревушке, которую еще не занял ИГИЛ. Там они наполнили прицеп пшеницей, которую на горе сварили, и раздали каждому по чашке, чтобы немного наполнить желудок. В другой день им привез хлеб и еду боец отряда народной самообороны сирийского отделения РПК Рабочей партии Курдистана, базирующегося в Турции ополчения курдов. Позже отряды народной самообороны с помощью американских воздушных ударов расчистили путь для езидов из Синджара в курдские районы Сирии.
которые с начала гражданской войны были относительно безопасными. Проживавшие там курды поддерживали РПК, выступающих за создание автономного региона. ИГИЛ стреляла в покидающих гору езидов, но десяткам тысяч удалось уйти. Хизни добрался до дома нашей тетки в Заху. Курды, живущие в иракском Курдистане и Сирии, многие из них сунниты, выезжали езидам навстречу, доставляя им еду, воду и одежду. Другие размещали беженцев в домах, магазинах и школах. Эта бескорыстная помощь трогает нас до сих пор. До резни я редко задумывалась об РПК. В Синджаре их представителей встретишь нечасто, хотя иногда по курдскому телевидению я видела мужчин и женщин в мешковатой серой форме, стоящих на коленях и с автоматами в руках, где-то в горах Кандиль на границе с Ираном. Мне казалось, что они не имеют никакого отношения к моей жизни, как и их борьба с турецким правительством. Но после спасения езидов на горе бойцы РПК стали настоящими героями, сменившими в общественном сознании пешмерга в роли защитников езидов. Их вмешательство положило конец трениям между ними и Демократической партией Курдистана Барзани. ДПК хотела расширить свое влияние на Синджар, из-за чего наша родина в последующие годы стала театром военных действий. Но в то время мы были прежде всего благодарны РПК за помощь езидам на горе и за то, что они послали сотни своих бойцов сражаться с ИГИЛ в Синджаре. Но не было никаких признаков того, что помощь дойдет и до Кочу. Каждый день кто-то из моих братьев отправлялся в Дживат и возвращался с неутешительными новостями. Они говорили, что мужчины Кочу пытаются разработать свой план, но никто из соседей не хотел нам помочь. Может, нас спасут американцы на своих самолетах, как они сделали на горе, говорила моя мать. Боевики исламского государства нервничали, когда слышали звуки самолетов или вертолетов. «Или к нам придут отряды РПК», — продолжала она. Но мои братья, поддерживавшие связь с езидами, которые работали переводчиками у американцев и теперь жили в Америке, быстро перестали на это надеяться. Самолеты и вертолеты летали над нами, но они направлялись к горе, а не в Кочу. И мы понимали, что отряды РПК вряд ли доберутся до нас. Бойцы РПК были храбрыми и хорошо подготовленными. Все же они сражались с турецкой армией почти полвека. Но они привыкли к боям в горной местности и не могли противостоять ИГИЛ на равнинах, отдалявших нас от горы Синджар. К тому же Кочу оказался в глубине вражеской территории. Мы, по сути, находились нигде. Дольше всего мы надеялись, что блокаду Кочу прорвут американцы. У моего брата Джало, одного из тех, кто работал в аэропорту Таль-Афара после вторжения войск США, был знакомый по имени Хайдер Ильяс, езид, которому предоставили убежище в США в Хьюстоне, потому что он работал переводчиком. Они говорили почти каждый день, хотя Хайдер советовал Джало не звонить ему, опасаясь, что игиловцы могут проверить телефон Джало и увидеть в нем американский номер. За это его могли убить на месте. Хайдер и другие иммигранты-езиды обращались за помощью в Вашингтон, Ирбиль и Багдад, связываясь с различными административными учреждениями, но не добились никакого прогресса относительно Кочу. Джало отвечал на каждый звонок Хайдера, но его надежда постепенно сменялась отчаянием. Он видел, как американские солдаты прочесывали дома в поисках повстанцев и знал, на что они способны. Он был уверен, что если бы США послали солдат против блокпостов ИГИЛ вокруг Кочу,
они без труда бы прорвали осаду. Иногда боевики ИГИЛ жаловались на то, что американцы помогают езидам в Синджаре, называя Обаму крестоносцем. Услышав это, Джало сказал Хайдеру: «Мне кажется, они теряют контроль над ситуацией. Может, они даже позволят нам уйти». За несколько дней до этого боевики отвезли заболевшего Ахмеда Джассо на лечение в соседний поселок. «Зачем им это делать, если они не собираются оставить нас живых?» – спрашивал Джало. Джало любил Америку. Еще до осады он названивал Хайдеру в Техас и спрашивал, как там жизнь за пределами Ирака. Он завидовал Хайдеру, учившемуся в американском колледже, поскольку сам он не мог даже пойти в старшую школу. «Найди мне американскую жену», – шутил Джало. «Какую-нибудь пострашнее и постарше, которая согласится выйти за меня». Хайдер же был настроен более скептически и сомневался, что американцы помогут жителям Кочо. Он боялся, что игиловцы решат отомстить Кочо за авиаудары. «Будьте осторожны», – советовал он Джало. «Возможно, они лишь притворяются слабыми. Так просто они вас не отпустят». Весь мир тогда интересовало лишь происходящее в остальном Ираке. Средства массовой информации даже не упоминали о Кочо. Они заняты сменой премьер-министра в Багдаде. У них нет времени думать о нас, говорил Ильяс. Нам оставалось только ждать. На улицах стояла тишина. Все сидели по домам. Мы почти ничего не ели. Лица моих братьев худели и бледнели. Наверное, я тоже похудела, но мне даже не хотелось смотреться в зеркало. Мы не мылись, и вскоре в доме стало неприятно пахнуть. Каждую ночь мы поднимались на крышу после наступления темноты, чтобы нас не увидели боевики, и ложились спать плечом к плечу. Мы старались держаться как можно ниже за невысокой стеной и перешептывались. Когда малыш Щерин начал плакать, все замирали и напрягались. Но все эти меры предосторожности были бессмысленными. В ИГИЛ и так знали, что мы тут. В том-то и было дело. Проводя настоящий геноцид в остальных районах Синджара, ИГИЛ держал нас в заложниках. Боевики пока были заняты другими делами. Обыскивали езидские дома, наполняли свои мешки драгоценностями, ключами от автомобилей и сотовыми телефонами, угоняли коров и овец. Молодых пленниц они отправляли другим боевикам в Ираке и Сирии в качестве рабынь. Стариков, не способных позаботиться о себе, безжалостно убивали. Тысячи убитых сваливали в массовые могилы, которые игиловцы старались утаить. Но это им не удалось. Нашей последней надеждой стали соседние деревни, где жили наши знакомые киривы из арабов-суннитов. Мы слышали истории о том, что арабы скрывали езидов или помогали им сбежать. Но чаще рассказывали, как арабы сдавали езидов в ИГИЛ и присоединялись к боевикам. Некоторые истории были всего лишь слухами, но другие рассказывали наши знакомые, которым можно было доверять. Один из моих двоюродных братьев отвел семью в дом своего Кирива, умоляя о помощи. Родственники Кирива приняли их и пообещали помощь, но тут же сдали ИГИЛ. Мои братья названивали в эти деревни, забираясь на крышу, чтобы была лучше связь. Судя по голосам отвечавших, многие действительно беспокоились за нас, но советовали оставаться на месте. «Потерпите немного», — говорили они. Некоторые соседи-мусульмане даже навещали нас во время осады, привозили еду и заверяли, что наши страдания — их страдания. Прикладывая руку к сердцу, они говорили: «Мы вас не оставим».
Но рано или поздно они все нас оставили. А ведь наши соседи-сунниты были способны оказать нам какую-нибудь помощь. Раз они знали, что случится с женщинами, то могли переодеть нас во все черное и увести к себе. Или хотя бы сказать нам: с вами произойдет то-то и то-то, чтобы мы не питали ложных надежд. Но они этого не сделали. Они предпочли вообще ничего не делать. И их правительство ранило наши сердца еще до того, как засвистели настоящие пули. Однажды мы с Дималь, Хайри, Ильясом и Халедом, нашим единокровным братом, пошли на ферму, чтобы забить ягненка на ужин. В отличие от потерявших аппетит взрослых, дети постоянно просили есть. А так как никакого провианта в кочу не поступало, нам пришлось пожертвовать одним из наших ягнят. Телефонный сигнал на ферме ловился хорошо, и Ильяс взял свой телефон, чтобы звонить по пути. Мы только что узнали, что моя племянница Басо попыталась сбежать из Таль-Касаба, где ухаживала за больной двоюродной сестрой, в горе, но ее поймали боевики ИГИЛ и привезли в школу в Таль-Афаре. Школа была выкрашена в красный цвет, и в ней держали многих езидских девушек и женщин. Я вспомнила, что один из наших учителей-суннитов, господин Мухаммед, был родом как раз из Тель-Афара. Он мог бы помочь нам найти Басо. Многие наши учителя были арабами-суннитами и в основном из Мосула. Мы уважали их и относились так же, как к жителям своего поселка. После того, как эту территорию захватила ИГИЛ, никто из них не позвонил и не поинтересовался, что происходит в Кочу. Поначалу это меня беспокоило. Я не могла представить, как они могли скрыться от ИГИЛ. Не тревожилась об их судьбе. Но потом, по мере продолжения осады, у меня начали закрадываться сомнения. Вдруг они, наоборот, обрадовались приходу ИГИЛ. Может, все это время они считали своих учеников вроде меня кафирами, то есть неверными. От одной этой мысли мне становилось не по себе. На обложке учебника я записала номера всех моих учителей и теперь воспользовалась телефоном Ильяса, чтобы позвонить господину Мухаммеду. Через несколько гудков он мне ответил. «Мерхаба, Устаз Мухаммед». Вежливо поприветствовала я его по-арабски. Я вспомнила, как сидела на уроках и внимательно слушала его объяснения, зная, что если сдам экзамен, то перейду в следующий класс и смогу успешно окончить школу. А это поможет мне в дальнейшем. Я доверяла ему. «Кто это?» – ответил он. И от его спокойного голоса сердце у меня забилось сильнее. «Надя, Устаси», – ответила я, – «из Кочу». «Надя? В чем дело?» Тон его слегка изменился. Теперь он звучал холодно и безучастно. Я объяснила, что члены ИГИЛ захватили Басо и увезли ее в Таль-Афар. Говорят, ее держат в школе, выкрашенной в красный цвет. Это все, что нам известно. Мы не можем выехать из Кочу, потому что деревню окружили Даиш. И они говорят, что убьют любого, кто попытается сбежать. Не могли бы вы помочь нам связаться с Басо? Вы знаете, где находится эта школа?» Мой учитель молчал. Может, он не услышал меня? Может, связь прервало Даиш, или у Ильяса закончились деньги на телефоне? Когда господин Мухаммед наконец-то заговорил, это был совсем другой человек, далекий и равнодушный. «Я не могу разговаривать с тобой, Надя», — сказал он шепотом. «Не беспокойся о своей сестре. Ее попросят принять ислам, и кто-нибудь возьмет ее в жены».
Не успела я ответить, как он повесил трубку. Я ошеломленно смотрела на телефон. Бесполезный кусок дешевого пластика. «Мразь», — сказал Ильяс, хватая ягненка за загривок и толкая его к дому. А мы все звоним и звоним, но никто не отвечает. В этот момент что-то внутри меня изменилось. Возможно, навсегда. Я потеряла надежду на то, что кто-то нас спасет. Может, в чем-то мой учитель походил на нас, боялся за себя и своих близких и делал все возможное, чтобы остаться в живых. Или же он приветствовал ИГИЛ, потому что получил возможность жить в мире иллюзий, в мире жестокого толкования ислама, без езидов и всех, кто не разделял его убеждений. Я не знаю, но в тот момент я ненавидела его. Надия Мурад. Последняя девушка. История моего плена и мое сражение с исламским государством.